Уважаемые участники судебного заседания, мы выслушали позиции сторон, пояснения представителей государственных органов, привлеченных по данному делу в качестве третьих лиц. На этом исследование материалов дела считается оконченным. Предоставляется право заключительной речи. Адыла, это Анна Викторовна, пройдите к трибуне, вам предоставляется право заключительной речи. Уважаемый суд, сегодня закончилось рассмотрение нашего ходатайства на предмет проверки соответствия Конституции части 2 статьи 267 Административно-процессуального кодекса. Значит, в своем заключительном слове я хотела бы сказать, уважаемый суд, что я полагаю, мы привели вполне обоснованные доводы, что вот такой именно перечень, который приведен в части 2 статьи 267, я буду говорить, так скажу, он затрагивает фундаментальное право, которое вы сами оговорили в своем решении, в том числе и от 17 марта 2021 года. Фундаментальное право на защиту. Именно фундаментальное право. Я вот сейчас буквально при выступлении нашего процессуального оппонента, представителя Министерства юстиции, было признано, что да, такой акт, который отменяет ранее принятое решение по существу, является существенным, потому что порождает определенные обязанности, права, выходящие за рамки процессуальных. Что, опять же, подтверждает правоту заявленных нами требований в своем ходатайстве и говорит о том, что именно такой перечень, который приведен в части 2 статьи 267, нарушает наше право на защиту, гарантированное Конституции Кыргызской Республики. Прошу наше ходатайство удовлетворить. Садитесь. Эрнст Сабырович, пожалуйста, пройдите к трибуне, вам предоставляется право заключительной речи. Конституционный суд высказал совершенно конституционное право наше на защиту любого гражданина, на фундаментальное право. С решением от 17 марта 2021 года все было четко изложено и все было четко донесено о том, что любой судебный акт, он может быть рассмотрен по вновь открывшимся обстоятельствам, без всяких ограничений. На мой взгляд, ограничений здесь никаких не может быть, и не может быть не существовать какой-либо перечень, тем более в таком виде, в котором он сейчас в пункте 2 статьи 267. На мой взгляд, это мое чисто субъективное мнение, я думаю, что я имею право о нем сказать, что здесь мы сталкиваемся в ходе судебного нашего разбирательства вот с неким противостоянием Верховного суда Конституционному суду. Если дело уже назначено в Конституционном суде, и будет рассмотрение этого вопроса по вновь открывшимся обстоятельствам, и это может привести к тому, что, может быть, на момент вынесения решения Конституционного суда может быть возникнуть затем два решения, противоречащих друг другу по делу, по существу. Мы просим приостановить дело. Все суды общей юрисдикции, в том числе Верховный суд, они просто игнорируют. Мы просим об элементарном, в том, чтобы был запрос в Верховного суда, в Конституционный суд о противоречии, на наш взгляд, противоречии этой статьи в пункте 2 267, в чем нам все время отказывает суды общей юрисдикции. Вот, я еще раз повторюсь, я прошу признать норму статьи 2, пункта 2 статьи 267 противоречащей Конституции. Спасибо большое. Присаживайтесь. Плохутин Иван Викторович, вам предоставляется право заключительной речи. Уважаемые участники судебного процесса, я считаю все-таки, что ни один закон и ни один нормативный акт не должен противоречить Конституции Кыргызской Республики. В любом случае, это наивысший закон нашей Кыргызской Республики. И я думаю, позиция Верховного суда сейчас тоже неправильна, потому что именно из позиции судов сейчас получается, некоторые граждане именно страдают то, что они неправильно сейчас именно нормы конституционного закона регламентируют.
аргументирует и преподносит. Получается, если Верховный суд нарушает нормы Конституции, то что говорить уже о простых граждан, которые вообще не понимают, что такое юрисдикция. Если уже Конституционным судом было установлено то, что нормативные положения именно в той части, которую мы просим, неконституционно, то в нормах других нормативных актах она также неконституционна. Поэтому как бы это даже и устанавливать не надо было. Сами эти палаты должны были провести какие-то совещания, и эти нормы должны были изменить, потому что уже в одном нормативном акте это было установлено и должны были бы исправлены и в других. И это не обязательно было бы даже обращение. Но они этого не делают, поэтому дают основания именно нам, таким простым гражданам, обращаться в Конституционный суд, чтобы это все-таки было исправлено. Поэтому я считаю, полностью поддерживаю свою позицию в своем ходатайстве. Считаю, что все-таки, если уже это принято, что неконституционно, то оно и должно и в других нормативных актах было признано быть неконституционным. Поэтому, уважаемый суд, я просил бы мое ходатайство удовлетворить в полном объеме. Присаживайтесь. Самат Кыштыбекович, пожалуйста. Уважаемый Тораға, уважаемые судьи Конституционного суда, в руководстве статья 34 Конституционного закона Кыргызской Республики о Конституционном суде Кыргызской Республики просим ходатайство Москаленко и Плахутина, представляющие интересы ОСО канцлер, и Адылова Эрнест Сабыровича о проверке конституционности, часть 1 статьи 373, часть 1 статьи 375 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики и часть 2 статьи 267 Административного процессуального кодекса Республики оставить без удовлетворения, поскольку не является противоречащим части 4 статьи 23, частям 1 и 2 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики. У вас все? Присаживайтесь. Уважаемые участники судебного заседания, на этом рассмотрение дела по обращению Москаленко Александра Викторовича о проверке конституционности части 1 статьи 373 Гражданского процессуального кодекса, выраженного словами вынесенного по существу дела, Адылова Эрнста Сабыровича, представляющего интересы АО «Мамыр», о проверке конституционности части 2 статьи 267 Административного процессуального кодекса Кыргызской Республики, Плахутина Ивана Викторовича, представляющего интересы ОСО «Канцлер», о проверке конституционности нормативного положения части 1 статьи 375 Гражданского процессуального кодекса, выраженного словами по существу дела, считается оконченным. Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения решения. Прошу всех встать.